Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Центр «Мои документы» вот уже 12 лет работает на благо жителей республики. На сегодня в Якутске функционирует 7 офисов. В каждом районе Якутии присутствует районное отделение. О новых услугах и ближайших планах центра мы поговорим с гостьей в студии. Это Людмила Масина, первый заместитель руководителя МФЦ Республики Саха-Якутия. Людмила Дмитриевна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о новых услугах, которые появились в центре «Мои документы». С этого года в нашем центре появилось действительно несколько услуг. Так, с 9 января у нас доступна так называемая подача на универсальное пособие, либо единое пособие. Его предоставляет объединенный бывший пенсионный фонд и фонд социального страхования. Он называется «Социальный фонд Российской Федерации». На это пособие могут обратиться женщины, которые встали в ранние сроки в медицинские организации на учет по беременности, а также семьи с низким уровнем доходов. Вообще, вот это единое пособие, оно объединило в себя несколько выплат. Например, это всем известная айсеновская, путинская выплата, да? Пособие на детей от 3 до 7 лет. Здесь самое важное, чтобы семья, когда подает на это пособие, отвечала требованиям нуждаемости. То есть за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, да, она должна подтвердить свой уровень доходов. Он не должен превышать среднедушевой доход семьи, не должен превышать прожиточного минимума у нас по республике. И уже в зависимости от того, насколько семья подтверждает свои доходы, вот эта выплата может составлять 50, 75 или 100%. В среднем по республике размер этой выплаты составляет 21 272 рубля. Кроме того, в этом году мы внедрили такую услугу, как получение справки на признание справки семьи малоимущей. Такую справку зачастую просят для молочной кухни или в школы. Раньше ее можно было оформить только через портал, то есть электронно, да, либо в управлениях социальной защиты населения. Ну, сейчас это можно сделать и в МФЦ. Также мы, как с прошлого года, внедрили, так и в этом году продолжаем принимать прием комплексных заявлений на получение мер поддержки семей военнослужащих. Более того, вот эти меры, они сейчас объединены в такой цифровой сервис. Он выведен у нас на региональном портале «Якутия», называется «Паспорт семьи военнослужащего «Забота». Представляет собой два компонента, то есть этот помощник или калькулятор, да, на который семья может ориентироваться при оформлении тех или иных мер поддержки, а также опросная форма, которую желательно, конечно же, пройти для того, чтобы впоследствии при анализе этих данных принимать некие управленческие решения. Особенно это касается наследственных администраций, органов местного самоуправления в районах, если есть семьи, в которые военнослужащий уже вернулся, или семьи, которые пока остаются одни, они могут пройти эту опросную форму и, соответственно, уже потом впоследствии помогать им более предметно, скажем так. Еще одно, скажем так, нововведение. Недавно многодетным семьям разрешили поменять свой земельный участок, который им дает государство, на денежную выплату в размере 200 тысяч рублей. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Да, с этого года внесены изменения в действующее законодательство. И действительно, те семьи, которые встали в очередь на получение земельного участка, сейчас могут выбрать, получить ли вместо него денежную выплату. Размер ее составляет 200 тысяч. Она может быть направлена, ну вот эта денежная выплата, на улучшение жилищных условий. Например, оплата первоначального взноса или основного долга, процентов по уплате по ипотеке, да, подключение к сетям тепла, вода, газоснабжения, а также приобретение земельного участка. Если семья является многодетной, но она на учете не стояла, это можно сделать и сейчас, но только в электронной форме через порталы Якутия. А также, когда семья реализует право, скажем так, получит вот эту денежную выплату, то, соответственно, ее право на получение земельного участка уже прекращается.
Как можно получить консультацию специалиста МФЦ? Это можно сделать дистанционно или только очно? Безусловно, это можно сделать очно в наших окнах приема, у наших сотрудников, да, которые принимают документы. Они помимо этого, конечно же, консультируют по тем или иным жизненным ситуациям, по услугам, за которыми люди обращаются. Но весь спектр консультационной поддержки можно получить также и дистанционным способом. Например, можно позвонить в наш колл-центр. Номер его 8 800 100 ровно 22 16. Можно задать вопрос в онлайн-чате. Этот сервис реализован на нашем портале, ну или другие называют сайте МФЦ. Да? Также на сайте МФЦ у нас есть сервис «Обратная связь», на которую тоже люди задают вопросы, получают развернутые ответы. Кроме того, мы присутствуем практически во всех мессенджерах. У нас есть официальные аккаунты и в картографических схемах тоже. Если вдруг у человека возникает вопрос, на который ему нужно получить ответ в выходной день или в нерабочее время, он тоже это может сделать, потому что на линии 8 800, номер, который я уже назвала, и в нашем телеграм-боте работает наш виртуальный консультант Татьяна. Это технология искусственного интеллекта, и она ответит вам в любое время суток. То есть справку и ответы на интересующие вопросы можно получить практически 24/7. Все правильно. В январе руководитель центра Таисия Батуева в ходе прямого эфира в социальных сетях Сахагов анонсировала открытие нового небольшого офиса в селе Майя. Расскажите, когда будет открытие и в каком формате будет функционировать центр? Буквально послезавтра, 1 марта, мы действительно открываем наш мини-офис, стационарное окно с одним рабочим местом в селе Майя. Офис будет у нас расположен по улице Сыроватского, 3. Сейчас вовсю идут подготовительные работы, и мы очень ждем населения села Майя для того, чтобы пришли к нам и получили необходимые услуги, сервисы, которые доступны в Нижнем Пестяхе, если мы говорим о Мегино-Кангаласском районе, да, ну или в любом другом нашем офисе. Когда ставился вопрос об открытии вот этого стационарного окна, мы в первую очередь исходили из потребностей населения и технической возможности, да, конечно же, тоже. И именно вот из этих принципов мы в прошлом году аналогичные стационарные рабочие места открыли в городе Томмоте Алданского района и в поселке Пеледу Ленского района. Поэтому добро пожаловать, будем вас очень ждать. А что насчет тех районов, где еще не открыты центры? Какая там идет работа? На самом деле мы представлены в каждом районном центре, но есть наслега, в которые сами офисы не дошли, скажем так, они там не открыты, но мы их обеспечиваем доступом к услугам посредством выездного мобильного обслуживания. Совершенно недавно на нашем портале, сайте МФЦ, мы реализовали сервис «Выездное мобильное обслуживание». Оно с элементами интерактивности, да, то есть человек может зайти, нажать, посмотреть, в какую зону попадает его район, когда будет к нему выезд сотрудника МФЦ. И здесь надо сказать, что мы вот эти выезды планируем на год. Поэтому людям должно быть очень удобно подготовиться, что вот как раз в это время к нам приедут и примут документы. Безусловно, это зависит от метеоусловий, да, распутица, либо какие-то другие обстоятельства, когда эти выезды не могут состояться. И опять-таки, пользуясь случаем, обращаюсь к руководителям администраций населенных пунктов, наследных администраций, я имею в виду, потому что нам очень помогла бы обеспеченность транспорта. Если есть необходимость у населения получить те или иные услуги, администрация нам предоставляет транспорт, и мы с удовольствием выезжаем. А с расписанием, когда мобильные центры могут посетить тот или иной район, можно ознакомиться тоже у вас на портале и на сайте? Да. В центре «Мои документы» граждане могут получить бесплатную юридическую помощь. Кто может воспользоваться этой помощью и что в нее включается?
Бесплатная юридическая помощь — это один из уникальных, я бы сказала, сервисов, да, среди многофункциональных центров. В свое время мы как проект его выставляли на всероссийский конкурс МФЦ и вышли победителями в этой номинации. Нужно сказать, что эта помощь особенная. Она ориентирована на социально незащищенные категории населения. К ним, в частности, относятся малоимущие семьи, многодетные семьи, инвалиды первой, второй, третьей групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, ветераны ВОВ, коренные малочисленные народы Севера. В принципе, перечень достаточно широкий, и он определен у нас действующим законодательством. Сама бесплатная юрпомощь в Российской Федерации, она предоставляется в соответствии с 324-м федеральным законом о бесплатной юрпомощи. Да? А у нас в республике одноименный закон, но только о бесплатной юрпомощи в республике Саха-Якутия. И МФЦ обозначен как участник государственной системы бесплатной юридической помощи наряду с адвокатами, нотариусами. Поэтому вот эти названные категории граждан могут к нам прийти как в формате очного, так и дистанционного способа получить бесплатную юрпомощь. Да? Очно — это в городе Якутске. У нас в головном офисе на улице Амосова, 18, 2 окна, специально ориентированные под эти цели. И в городе Нерюнгри по улице Карла Маркса, 15, у нас тоже есть юрист, который принимает на бесплатную юридическую помощь. В случае, если наш заявитель находится не в этих населенных пунктах, он может обратиться в любой из офисов, и его примут. Потому что организована бесплатная юрпомощь посредством автоматизированной информационной системы, то есть все документы, всю жизненную ситуацию, которую он озвучит, она в автоматическом режиме попадает в работу к юристам. В каком виде, да, может быть оказана бесплатная юрпомощь? Ну, безусловно, это консультации, как устные, так и письменные. Причем письменные, они достаточно развернутые, да, с алгоритмом действий, чтобы человеку было понятно, что ему нужно сделать в этой или иной ситуации, куда сходить, сколько экземпляров. Ну, то есть вот в таком прямо ручном режиме, да. Зачастую люди к нам обращаются за составлением различных сделок. Например, это соглашение о распределении долей, когда семья использовала материнский семейный капитал или другой капитал. Да? Можно составить жалобу, претензию. Такие обращения тоже очень частые. Можно составить исковое заявление или иное требование в суд, а также получить услугу в виде представления интересов в суде. А есть ли какие-то нововведения вот в рамках помощи бесплатной юридической? Я здесь еще немножко отмечу, да, бесплатная юридическая помощь, она предоставляется, кроме того, что определенным категориям населения, так и по определенным случаям. И есть однозначно те ситуации, когда мы не сможем помочь. То есть это вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью и уголовные дела. По уголовным делам мы координируем людей, направляем их к адвокатам. А если это касается предпринимательской деятельности, то в зависимости от предмета обращения, иногда это могут быть вопросы ведения налоговой службы, иногда центра «Мой бизнес», все по-разному. А если говорить о нововведениях, то направление предоставления бесплатной юрпомощи в прошлом году у нас трансформировалось. В июне 2022 года мы заключили соглашение с радиочастотным центром при Роскомнадзоре и теперь помогаем людям, которые оказались в сложных ситуациях, когда им требуется консультация или помощь в цифровой среде. Связано это с тем, что уровень киберпреступности значительно возрос. Люди сталкиваются с различными ситуациями, когда им начинают звонить непонятные, да, абоненты. Бывает так, что у них списывают деньги, потому что они попали вот на вот эти мошеннические уловки. Да. Бывает такое, что у них блокируются учетные записи в тех же самых госуслугах и прочее. Поэтому
подойдя к нам, мы, в принципе, можем посмотреть, разобраться. Ситуации сложные. Действительно, там можно подать и жалобу в правоохранительные органы, которые зачастую, к сожалению, пока остаются без возбуждения уголовных дел. Да, но мы включаем и Роскомнадзор, и иные ведомства, которые ориентированы на то, чтобы разрешить проблемы людей в этих ситуациях. Людмила Дмитриевна, спасибо вам большое, что пришли. Желаем процветания вашему центру и нововведения всевозможные, которые вы только придумаете. Спасибо вам. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.